Добрый вечер на ТНВ Новости. В студии Альбина Слогараева. И сегодня в выпуске. Они хотят одного. Санация банка нам не нужна. Нам нужно возместить свои деньги. О чем просят премьера клиенты ТФБ и что предлагает правительство? Аделя Кламиц. Изменить городскую среду за 5 лет. Когда приезжаю в очередной раз, просто как домой. То есть настолько здесь комфортно. Как будут использовать татарстанский опыт при реализации общероссийского проекта, знает Лейсан Сабирова. Миллиарды на капремонт. Куда эти деньги пойдут и вообще дойдут ли они до населения? Что отремонтируют в Казани в этом году? Лина Зинатуллина. Весна для автолюбителей. Я даже сапоги расстегнул на всякий случай, чтобы выпрыгнуть можно было вовремя. О закрытии ледовой переправы Аракчино в Верхний Услон в сюжете Сергея Хайдарова. Глубина проблем в Татфонбанке оказалась серьезнее, чем мы ожидали. Об этом Рустам Минниханов заявил на встрече с журналистами федеральных и республиканских СМИ. Отвечая на вопросы, он прокомментировал судьбу оставшегося без лицензии банка. Решение Центробанка опротестовать можно, но масштаб дыры слишком большой, заявил президент. Почти 2000 вкладчиков перевели свои деньги в ТФБ Финанс и остались без страховки. Эти люди оказались в зоне неопределенности, отметил президент. Сегодня вся правоохранительная система работает в определении вины менеджеров, добавил Рустам Минниханов. Я из себя, из правительства, вину не снимаю. Мы пользовались теми отчетами, которые есть. Мы думали, что есть определенное напряжение, но глубина проблемы столь значимая мы даже не представляли. Ждать ли помощи юридическим лицам, кому была интересна информационная атака на Акбарсбанк и как комментарии в Инстаграм президента становятся поводом для действий. Самые актуальные темы с пресс-конференции президента в 21:30. Вариант решения проблемы будет правовым. Какой, нужно решить вместе. Сегодня в Торгово-промышленной палате республики Ильдар Халиков встретился с вкладчиками Татфонбанка и Интехбанка. Рабочая группа обсудила возможные варианты выхода из непростой ситуации. Напомним, на днях Центробанк отозвала лицензию ТФБ, Интехбанка и Анкорбанка. Аделя Кламиц об эмоциях и конструктивном диалоге. Активы есть, и наша задача, чтобы их было больше, чтобы при их продаже мы их продали по максимальной цене. Удовлетворить требования вкладчиков Татфонбанка и Интехбанка. Вот главная задача правительства республики, говорит премьер. Возможны два выхода. Либо отзыв решения Центробанка, либо процедура банкротства. Если сегодня сосредоточиться именно на ускорениях процедур банкротства, на поиске и выявлении активов, на поиске и выявлении тех, кто смог бы эти активы купить по максимальным ценам, которые есть, это тот путь, который точно сегодня существует. Я не знаю, вдруг появится какой-то иной. Вкладчики предлагают свой выход, создать специальный фонд, который решит проблемы всех клиентов, включая и юрлиц. Республика должна создать фонд, куда вольют деньги государственные банки, государственные крупнейшие предприятия, а таких много. И сама республика, урезав бюджет на спорт, ненужные, международные ненужные мероприятия. Такая вот схема. Давайте мы уменьшим бюджет, возьмем из бюджета республики, дадим денег, заставим другие предприятия, чтобы они отдали деньги вкладчикам. Это точно не правовой вариант, который вряд ли будет реализован. Такой вариант не рассматривается, отметил Ильдар Халиков. Выход из ситуации может быть только правовым. Один из таких предложил министр экономики. Тем, у кого заморожены инвестиции, на помощь придет новая программа возвратного лизинга. Кабинет министров планирует выкупить оборудование у пострадавших предпринимателей. Сами выкупим, чтобы он получил деньги на поддержание своей ликвидности. А в последующем, через лизинг, это называется механизм возвратный лизинг, в последующем, соответственно, у него есть оборудование, он получил деньги за это оборудование, он может, соответственно, рассчитаться со своим поставщиком. Будем субсидировать в первый год его лизинговые платежи. Ситуацию под особый контроль взяла прокуратура республики. Вкладчиков просят не принимать поспешных решений и отнестись с пониманием. Я хотел бы все-таки, уважаемые товарищи, предостеречь
от незаконных действий, от излишней, я скажу так, негативной политизации процесса. Не идите на поводу определенных политических сил, которые используют вас для раскачки ситуации в свою пользу. Сразу скажу, что всем незаконным действиям, особенно публичного характера, в случае их именно незаконным, повторю, действиям, да, будет дана соответствующая правовая оценка. Всем без исключения. Встреча на этом не закончилась. Премьер вышел и к тем, кто ждал его перед зданием торговой палаты. А это несколько сотен человек. Мы вместе будем искать решение ситуации, а также через средства массовой информации объяснять и показывать, как вообще что происходит. Пока ситуация непростая. Рабочая группа продолжит искать возможные варианты решения проблемы. Эта встреча с премьер-министром не последняя. Следующая ровно через неделю, в понедельник. Аделя Коломиец, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. По ситуации с отзывом лицензию Татфунбанка необходимо специальное решение федерального правительства. Сенатор Олег Морозов сегодня отметил особую роль банка в экономике республики, а потому вопрос требует нестандартного решения. Меры по поддержке пострадавших вкладчиков могут быть рассмотрены и на федеральном уровне. Об этом сообщил депутат Госдумы Айрат Фарахов. Он высказался против политизации вопроса проблемных банков и отметил возможность помощи предприятиям через государственные программы. Депутат Госдумы уверен, что власти прилагают все усилия для помощи пострадавшим. Старейший военный госпиталь республики превратится в учебно-медицинский центр уже к 1 сентября. Ровно год назад здание на Карла Маркса передали КФУ. Сегодня здесь проходят масштабные работы. Сложность в том, что госпиталь – объект архитектурного наследия. Значит, это не просто ремонт, а историческая реконструкция. Как идут работы, сегодня показали журналистам. Здесь будет учебная лаборатория, здесь же будет центр аккредитации для сегодня работающих врачей. Ректор КФУ рассказывает о грядущих планах. Ильшат Гафуров сам провел экскурсию для журналистов. Сегодня во всех 3 корпусах госпиталя идут работы. Задача не просто привести стены в порядок, а сохранить историческую первозданность. А это лепнина, деревянные перекрытия, уникальная лестница. Здесь важен каждый кирпичик. Дело в том, что частично это влияет и на конечную стоимость, поскольку мы ищем в архивах, по фотографиям восстанавливаем те вещи, которые сегодня можем еще восстановить, поскольку очень много, можно сказать, утеряно. Нужно найти еще тех специалистов, которые занимались бы восстановительными вещами. Даже вот та лесенка центральная, которая вот ведет на 2-й этаж, она будет восстановлена по картинкам. А еще есть большие проблемы с инженерными коммуникациями. Их нужно полностью заменить. Здание начала 19 века. Ремонта не было давно. История самого военного госпиталя болезненна. Он был открыт для военных. Во время Великой Отечественной здесь спасли жизни сотен тысяч раненых. Но в 2012 году госпиталь был закрыт. Госпиталь сегодня – это 3 корпуса. Здесь расположится учебная лаборатория для студентов, центры имплантологии, стоматологии и симуляционный блок. Задача – открыть 2 первых корпуса к 1 сентября этого года. Альбина Слугараева, Алексей Алексеев, ТНВ, Казань. Как сделать город комфортным? Ответ на вопрос в эти дни ищут в Казани представители всех регионов России. Они приехали, чтобы изучить парки, скверы и другие городские пространства. Сегодня-завтра регионы должны утвердить свои планы и получить средства от федерального центра. Что советует Татарстан, знает Ляйсан Сабирова. 200 парков, скверов, набережных в сельских районах и крупных городах. Среда обитания татарстанцев за 2 года значительно изменилась. Краше становится. Это отмечают не мы, коренные жители, а приезжие. Когда приезжаю в очередной раз, просто как домой. То есть настолько здесь комфортно. Это очень красиво, очень современно, очень стильно, комфортно и для взрослых, и для детей. Есть все условия, есть где погулять. Татарстан уже на 3-м этапе развития общественных пространств. Идея не только зажгла практически каждого татарстанца, но и дала толчок росту местного производства, что позволило сэкономить на программе в 2-3 раза. В том году мы открыли 13 площадок по Татарстану в малых городах. Города эти значительно были преображены. От уровня муниципалитетов и регионов вопрос перерос в масштабы страны после послания президента. А татарстанский опыт одобрили и решили растиражировать. В конце прошлого года правительство страны утвердило проект по формированию комфортной городской среды. Каждый город и поселение должны разработать свой 5-летний план по благоустройству. Рекомендации, каким должно быть общественное пространство, дал Минстрой. Однако решающий голос за населением. Как говорится, лучше один раз увидеть. Перед стартом общероссийского проекта вице-губернаторы и региональные министры съехались в Казань. Я считаю, что
те документы, которые сегодня наработаны, они имеют хороший фундамент. В принципе, если каждый будет изобретать что-то новое, это будет очень дорого. Есть масса хороших примеров, которые можно предложить гражданам. На реализацию проекта при поддержке партии «Единая Россия» выделяется 20 миллиардов рублей. Очень важно это обучение, потому что мы впервые идем по такому опережающему графику. Мы все средства распределили по субъектам Российской Федерации уже в бюджете, в законе о бюджете Российской Федерации на 2017 год. И все соглашения уже заключены с регионами Российской Федерации. Какая часть бюджетного пирога достанется регионам-донорам, пока решается. Тем временем Казань претендует на статус мировой столицы дизайна. Город готовит заявку на мероприятие, которое пройдет в 2020 году. Лейсан Сабирова, Александр Лобанов, ТНВ Казань. Почетным знаком за успехи, достигнутые республикой в строительной отрасли, наградили сегодня Рустама Минниханова. На встрече с министром строительства и ЖКХ России президент Татарстана обсудил вопросы жилищно-коммунального хозяйства и намеченные шаги по взаимодействию. Чем ближе весна, тем дольше дорога. Сегодня ограничили движение по ледовой переправе Зеленодольск-Нижние Визовые. А в полночь закроют Аракчино-Верхний Услон. Всему виной раннее потепление. О том, что важнее для автолюбителей – безопасность или короткий путь, выяснял Сергей Хайдаров. Хотелось бы, чтобы работала переправа, потому что быстро доезжаешь до района. Для многих казанцев и гостей столицы ледяная переправа Аракчино-Верхний Услон – настоящее спасение. Здесь автолюбители экономят и время, и содержимое бензобаков. Работает она с 2011 года, и ежегодное закрытие – привычное дело. В этом году погода раньше времени усложнила жизнь водителям. Это обычно происходит в весенний период, весной, середина марта. Закрытие переправы зависит от, структуры льда, появление воды на льду и также небольшой колеи. Путь станет дольше не только для казанцев. Чаще всего переправой пользуются гости из Москвы и Подмосковья, Мордовии, Ульяновской области и других регионов России. По словам сотрудников, переправа Аракчино-Верхний Услон пользуется чрезвычайной популярностью. В день здесь проезжает не меньше 1500 машин. Цена такой переправы составляет всего 120 рублей. И, пожалуй, это лучший способ для автолюбителей сэкономить целых 50 километров пути. Безумно удобно, 25 минут это в центре города, а так уже страшновато. Я даже сапоги расстегнул на всякий случай, чтобы выпрыгнуть можно было вовремя. Безопасность в приоритете, в один голос говорят автолюбители. Сегодня в полночь въезд и выезд на переправу будут завалены тоннами снега и появятся запрещающие аншлаги. Сергей Хайдаров, Андерс Итальцев, ТНВ Казань. Это новости на ТНВ и далее в программе. На своем пути. Самые высокие, самые авторитетные. Тяжела ли доля женщины-машиниста, узнавал Рамиль Шайдулин. Прекрасные и красивые, женщины разных профессий. Если в душе у тебя комфортно и более комфортно, вот это и есть счастье. О республиканском конкурсе «Женщина года» Елена Новгородцева. На рынке недвижимости Казани появилось уникальное предложение. Квартиры в ряде жилых комплексов теперь можно купить сразу с чистовой отделкой, мебелью и техникой. Насколько это выгодно, в нашем сюжете. Так обладатель новой квартиры обживается в своих апартаментах. Юноша купил квартиру уже с готовой чистовой отделкой, мебелью и бытовой техникой. Теперь у него под рукой есть все самое необходимое. Плюс этой квартиры было в том, что мы заехали, и сразу здесь была уже мебель, все, обстановка, техника. Это было очень удобно, так как не нужно было тратить время на ремонт. Посчитали, заказать ремонт это будет более выгодно, потому что это будет по оптовым ценам, чем делать самим. Такая комплектация квартиры – один из 3 предлагаемых вариантов. То есть покупатели могут сами определить, что им нужно для обустройства. Наше новое комплексное товарное предложение уникальное для рынка недвижимости Казани. По сути, мы сейчас предлагаем клиентам готовый продукт. Сейчас люди могут купить у нас квартиры стоимостью от 1,5 миллиона рублей. Так купить квартиру можно в жилых комплексах Залесные Сити, станции Спортивная, Сказочный лес, Палитра и Веснушки. К услугам весь сегмент недвижимости. 1,5 миллиарда рублей на 244 казанских дома. Именно столько отремонтируют в этом году в столице республики. Это деньги из бюджета Татарстана, города и средства самих жильцов. Ремонт доберется и до школ, и детсадов. Как начинают капитальное преображение этого года, увидела Лина Зинатуллина.
Окна и двери, кровля и канализация. 165-й детский сад к концу лета отремонтируют от подвала до крыши. Стартовали 1 марта. Правда, первоначальный план успел поменяться. Зданию больше полувека, и строители поняли, 24 миллионов на ремонт не хватит. Вначале должны быть здесь 8 видов работ выполнить, но из-за того, что в основном несущие конструкции все изношены, решили все виды объемов работ выполнить здесь. И из-за этого дополнительно выделили здесь 13 миллионов 600 рублей. По программе капремонта 500 миллиона рублей в этом году пойдут на 8 подростковых клубов, 13 школ и 9 садиков. И если в школах занятия не прекращаются, то здесь детей пришлось переселить. 58 детей воспитывалось в этих группах, 55 детей перешли вместе с воспитателем в соседний детский сад, в 310-й. И 3 детишек у нас остались на домашнем режиме. Обновленная кровля, фасад и не только. В этом году ждут 244 многоквартирных дома. На улице Коломенской уже идут работы. Старый дом 36-го года постройки. Последний раз до этого ремонтировали 30 лет назад. С декабря в подъезде уже успели поменять электропроводку, поставить пластиковые окна. Скоро приступят и к ремонту стен. Доберется ремонт и до квартир. В домах меняют трубы и батареи. Когда мы делали с мужем ремонт, он закрыл их, конечно. Придется все разбирать и будут ставить новые. У нас ребенок маленький, хочется, чтобы было безопасно. Тепло будет. Это хорошо. Капремонт домов в этом году обойдется в 1,5 миллиарда рублей. Причем больше половины этих расходов легли на плечи самих жильцов. Остальное – республиканский и городской бюджет. В Казани мы одними из первых не только из миллионных городов, но и субъектов столиц федерации смогли найти понимание с нашим населением. Результат говорит сам за себя. Свыше 40% жилого фонда на сегодняшний день уже отремонтировано. О безопасности денег, которые идут от собственников, позаботились уже федеральные власти. Свежее постановление правительства ужесточило требования к банкам, где хранятся средства на капремонт, чтобы минимизировать риски. Лена Зинатульна, Андрей Снатальцев, ТНВ Казань. Единое меню с 1 апреля. В ближайшее время все школы Казани начнут переходить на единое комплексное питание. Тогда родители будут точно знать, чем кормят их детей. Изменится и состав меню. Школьные и детсадовские столовые начнут использовать полуфабрикаты. Вопросы есть и по оплате. Специальные карты действуют во всех казанских школах, однако не везде система охватывает 100% учеников. В планах полностью отказаться от наличных денег – это лучший способ следить за нарушениями. В случае, если какие-то непредвиденные ситуации произойдут с ребенком, отравление, не дай бог, то, в принципе, если у ребенка нету карточки, доказать, что он питался в школьной столовой, по-другому он никак не сможет. Женское счастье – любить свою профессию, даже если она далеко не женская. Сегодня Рустам Минниханов поздравил прекрасную половину коллектива метроэлектротранса с наступающим праздником. Чем президенту ответили дамы, увидел Рамиль Шайдолин. Каюмова Диляра. Есть профессия такая — идеально управлять хоть вагоном, а хоть и авто. Десяток водителей — работницы метрополитена. За то, что на дороге как рыба в воде, поздравляет президент. Сам ярый автолюбитель и с техникой на «ты». А если такое транспортное средство, которым вы управлять не умеете, вы хотели бы научиться? Управлять машиной, мотоциклом. Если ты умеешь управлять чем-либо из этих, то уже попроще. Принцип там. Газуй, тормозуй. Неформальная беседа за накрытым столом и поиски ответа на важные для работников метро вопросы. Будут ли задержки с открытием станции Дубравная? Ответ нет. А придет время открывать новую станцию, доверят женщине. На женщину возложены самые сложные задачи. Если где-то что-то не получается, надо женщине поручать. Если они не смогут, уже значит это невозможно. Я всегда горжусь, что я именно начальник станции. И я с удовольствием все станции открываю. Мне это не тяжело. Я очень даже довольна, что я именно эту профессию выбрала. Эти железные исполины движутся не только за счет механизмов. Ими всегда управляет человек. Пунктуальный, ответственный и трудолюбивый. Но по факту пунктуальная, ответственная и трудолюбивая. Десятки лет своей жизни профессии машиниста отдают женщины. 38 лет в трамвайно-троллейбусном управлении. Миннегуль Халилова – наставник молодых машинистов и кондукторов. По-прежнему верна путям и людям. Я даже один день отдыхаю, у меня уже как неделя. Я очень люблю
свой парк, народ, там, водителей всех уважаю. Метро, электрички и трамваи легко управляемые, когда у штурвала верная профессии дама. В метроэлектротрансе это 70% персонала. Рамиль Шайдуллин, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. Самые обаятельные, трудолюбивые, красивые и жизнерадостные женщины республики собрались сегодня в Большом концертном зале имени Сайдашева. Здесь огласили имена победителей конкурса «Женщины года». Женщина-лидер, женщина-премьер, мать-героиня и бизнес-леди. Перед кем опустился на колени государственный советник Татарстана, увидела Елена Новгородцева. Они создают уют, делают бизнес и политику и, кроме того, дарят всем хорошее настроение. В Большом концертном зале имени Сайдашева сегодня собрались героини нынешнего года, женщины года. Для Милюши Хасановой из Мамадышского района стать женщиной года можно назвать сенсацией. Ей нелегко дается каждый шаг. Несколько лет назад попала в серьезную автомобильную аварию. И по прогнозам Милюши уже никогда не суждено было ходить. Сегодня она женщина-премьер года. В прошедшем году Милюша Хасанова стала 6-кратной чемпионкой республики по разным видам спорта. Все я делаю. Эта коляска, это ничего не значит. Человек, он сам хочет, он сделает. Любой человек может сделать. Просто в душе. Это с головы, наверное, еще. 130 финалистов и 19 из них победителей. Всего 10 традиционных номинаций. Самая первая и самая почетная – «Женщина-мать». В этом году Рашунию Шаймилову из Сабинского района чествовали в этой номинации. 7 детей, 18 внуков и 17 правнуков. Государственный советник республики вышел поздравить и наградить женщину лично. Когда моей маме удавалось накормить 9 ребенок, 10 детей, чем-то наполнить наши желудки, как она счастливо смотрела, что ей удалось нас очередной раз накормить. Женщина-лидер, бизнес-леди, героиня 3-го возраста, женщина культуры и духовности. Конечно же, мужчина. В этом году для представителей сильной половины 2 номинации – мужчина-лидер и благородное сердце. Вообще в жизни, если убрать удовольствие, жизнь становится каким-то бессмысленным. Не только для мужчины, и для женщины то же самое. Я вот хотел бы, чтобы больше было удовольствия от работы, удовольствия от семьи. В зале женщины из всех районов республики и почти из всех городов Татарстана. Этот конкурс уже традиция, которой 20 лет. Елена Новгородцева, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. А эти женщины поздравления совсем не ожидали. Казанские автоинспекторы сегодня вместо штрафов дарили цветы. Автоледи они поздравляли с наступающим праздником прямо на дороге. Взмах жезла и вместо квитанции букет тюльпанов. В ответ буря эмоций и испуга за доли секунды сменялся на улыбки и слова благодарности. Пугаете женщин за рулем? Пугаем. Очень неожиданно, очень приятно. Спасибо огромное. Когда уж на дорогу такие приятные мужчины останавливают, вдвойне праздник. Поздравляем еще раз вас с наступающим праздником. Также управлять транспортом без нарушений. Желаем удачи на дороге. А эфир ТНВ продолжит программа «Вызов 112». 3 человека погибли под колесами поезда в Арском районе Татарстана. Все подробности через несколько минут. Впереди вас ждет спорт и прогноз погоды, а мы увидимся в 21:30. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Здесь живет доступная ипотека с государственной поддержкой. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. В автоцентре Марка невозможное возможно. Купи новый Nissan 2017 года по прошлогодней цене. Звони 4 пятерки, 3 единицы. Настроение приносите. К столу мы уже все в пятерочке купили. Нам всего праздновать и перепраздновать. Макароны Макфа в ассортименте по 32 рубля. Пятерочка выручает. Артрит, остеохондроз, гипертония. От этих и других заболеваний может помочь аппарат Елатомского завода «Алмак-01». Акция «Специальная праздничная цена» на «Алмак-01» в аптеках «Сакура», «Алия» и казанские аптеки. «Алмак-01» дарите с пользой. Вот и весна пришла, пора обновляться. Море выбора весенней одежды и обуви по низким ценам на вьетнамском рынке. Ждем вас по старому адресу. Казань, журналистов 100. Хотите запомнить детский выпускной надолго? Устройте веселый праздник своему ребенку в Корстон. Специальные условия группам от 10 человек. Корстон. Подробности 279 30 79. Акция до 1 июня. 0+.
В лаборатории Манол каждый день кипит работа. Наши инженеры разрабатывают новые формулы, чтобы двигатель работал чище, тольше, стабильнее, мощнее. Уникальные инновации Манол. Это немецкий взгляд на то, каким должен быть ваш автомобиль. Совершенство доступно. В клинике Медел уникальное лечение варикоза ног на любой стадии. В клинике Медел уникальное лечение варикоза ног на любой стадии. В магазинах «Идеал» еженедельные поступления обуви из Испании, Сербии, Турции и России. Специальное предложение УАЗ Патриот от 690 тысяч рублей. Будь уверен на дорогах. 8 март жетем. Хотынга нәрсе бүләк итәргә? Фен, блендер, пылесос. 18 март. Филармония концертлар залы. Болгар радиосы концерты. Концертка билетлар алам. Аңа да бүләк. Үзем дә ял итәм. Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ. В студии Алмаз Гафиятов. В борьбе за Кубок Гагарина определились все пары полуфиналов конференции. Хоккеисты Акбарса сразятся против Омского Авангарда. Вторую пару Восточной конференции составили действующий обладатель трофея Металлург и казахстанский Борис. Первые матчи для команды Билли-Лединова начнутся на выезде. 9 и 11 марта Акбарс играет в Омске. Дальше соперники переедут в Казань. Серия, напомним, длится до 4 побед. В полуфинал вышла и ватерпольная команда «Синтез». Во второй игре 1/4 чемпионата России казанский коллектив одержал победу над Астаной со счетом 12-6. Молодежка футбольного «Рубина» также с победы начала весеннюю часть чемпионата в Каспийске. Наши футболисты встречались с резервистами махачкалинского «Анжи» и выиграли со счетом 1-0. Единственный гол на 58-й минуте забил нападающий «Рубина» Даниил Макеев, замкнувший подачу с правого фланга. Отметим, что в первом круге в Казани наша молодежка также была сильнее с тем же счетом. Второй тайм, особенно концовка, да, была такая немножко скомканная. Нас прижали к воротам, мы много оборонялись. Поэтому хочется отметить именно всю команду, не выделять кого-то, потому что все, кто были на поле, сколько могли, отдавали свои силы ради победы. Тем временем волейбольный «Зенит» досрочно вышел в финал 6. Казанцы в Сургуте одержали непростую победу над «Газпром-Югрой». Главный тренер команды Владимир Олекна и его помощник Александр Серебренников остались в Казани. Игрой на выезде руководил действующий либеро «Зенита» Алексей Вербов. С первой партии хозяева площадки навязали борьбу, но выиграть смогли только лишь в третьем сете. В остальных казанцы были сильнее 3-1. Самым результативным игроком матча стал кубинец Вильфредо Леон, набравший 20 очков, в том числе и 6 эйсов. Следующий матч «Зенит» проведет в Казани 11 марта в субботу. Команда примет Югру Самотлор. И в завершении новости лыжного спорта. Татарстанский спортсмен завоевал серебро на чемпионате мира. На проходящем в финском Лахте турнире мужская сборная России стала второй в эстафетной гонке 4 по 10 километров. Андрей Ларьков бежал первый этап и свои 10 километров прошел быстрее всех. А Александр Бессмертных на следующем отрезке увеличил отрыв от ближайших преследователей. Удержать преимущество россиянам не удалось. Как итог, золото у Норвегии, россияне вторые, бронза досталась шведской сборной. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Поговорим о погоде. Весна в этом году очень ранняя, температурный фон превышает нормы. Вот и в предстоящие сутки будет довольно тепло для этих дней марта. На юго-востоке Татарстана ожидается переменная облачность без осадков. Ночью будет до -3 градусов, днем до 3 градусов выше 0. На северо-востоке облачно, не исключены осадки в виде дождя и снега. Ночью -1, днем же до 1 градуса тепла. На севере республики облачно, ночью снег, местами даже пройдет дождь, температура воздуха составит -1 градус. Днем же ожидается снег и до 1 градуса тепла. На северо-западе облачно, ожидается снег с дождем, ночью -1, днем же будет до 2 градусов выше 0. На юго-западе переменная облачность и без осадков, -2 градуса ночью и +3 градуса днем. В центральном районе республики облачно с прояснениями, осадки будут маловероятны, ночью -1, днем же температура воздуха составит +3 градуса. В последующие сутки ночью подморозят, дневные же температуры сохранятся повышенными.
предстоящие сутки в Казани будет пасмурно, ночью пройдет дождь. Температура воздуха в ночные и дневные часы составит от 0 до 2 градусов тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 89%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.